В январе 2021 года соцсети Башкортостана буквально взорвались от обращений людей. Повод – в декабрьских платежках за отопление суммы значительно больше ноябрьских. Выше они и в сравнении с декабрем 2019 года. Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил членам республиканского правительства и руководству Уфы разобраться в ситуации. Среди основных причин больших сумм в платежках за тепло выявили, что во многих случаях некорректно работают общедомовые приборы учета. Не все здания хорошо подготовили к зиме и часто подается больше тепла, чем нужно, и тогда возникают так называемые перетопы. В некоторых случаях показания приборов учета сняли не в строго отведенные дни с 23 по 25 число каждого месяца, а днем раньше или позже. И это тоже стало причиной немалых сумм в квитанциях. Уфимские инженерные сети – одна из ресурсоснабжающих компаний столицы Башкортостана, довольно крупная. В зоне ответственности УИСа 27% абонентов от общего числа потребителей тепла в Уфе. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Ради Александрович, Петров Максим Георгиевич, руководитель компании МУП УИС. Муниципальное предприятие, которое на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком тепла в Башкирии и в Уфе. После Баш-РТС. После Баш-РТС. После Баш-РТС. А примерно какая пропорция? Баш-РТС по городу Уфа мы отпускаем треть тепла, Баш-РТС 2/3. Вот, ну, такая южная часть города, Демский район, Ленинский район, Затон. Это все наши зоны теплоснабжения, где мы производим тепло, продаем. Зеленая роща полностью тоже наша. Полностью мы покрываем по теплу. Это получается южная часть города. Южная часть. Южная часть города. Хорошо. Пройдем, потом на карте еще покажу. Дайте. Спасибо. Вроде здоров. Спасибо. Ради Александрович, порядка 50 котельных находится на балансе, то есть вырабатывают собственную энергию. Вот здесь. Здравствуйте. Сейчас вот Максим Георгиевич расскажет. Да, обслуживаем 55 котельных, из них 5 котельных вообще не наши. Мы по договорам обслуживания привлекли 70 центральных тепловых пунктов, 250 километров тепловых сетей, отпускаем почти 2 миллиона гигакалорий в год тепла, оборот предприятия 4 миллиарда 300 миллионов. Такой крупный, это крупнейший МУП города Уфы. И даже водоканал, когда был в составе города, он тоже был меньше по обороту, чем мы. Несмотря на то, что у нас треть всего города по отпуску тепла. Здесь мы находимся в контакт-центре службы сбыта. Здесь как раз ведется прием граждан, которые приходят к нам на прием. Эти люди у нас... Вообще работа службы сбыта построена таким образом, чтобы люди как можно меньше ходили к нам. А дистанционно нельзя? Вот да, дистанционно сделано. Мы общаемся по WhatsApp, мы общаемся по телефону. Большинство вопросов снимается по телефону именно. Даже есть такая функция, что если, например, бабушка какая-нибудь что-то не понимает в платежке и не может к нам приехать, то есть мы узнаем у нее, где координаты, где она живет, и туда высылаем своего специалиста. Да, это очень так популярная штука у наших жителей именно в нашей зоне. И позитив на предприятие очень большой дает. Также эти люди, которые выезжают к ним, они едут сразу, до последнего времени выезжали с терминалами банковскими, то есть сразу забирали оплату с людей за коммунальные платежи. А вот сейчас люди зачем пришли? Какие они здесь действия совершают? Сейчас в основном нам люди по перерасчетам, по этим 42%. Много пришло? Вообще заявлений поступило на сегодняшнее утро 7,5 тысяч, и наших из них 6 тысяч. Очень много не наших заявлений. Причем понятно. Из 7,5 тысяч все-таки 6 тысяч ваши, да? Да. Да. Ага. Хорошо. Это 6 тысяч ваши. Регламент перерасчета вы отработали. Как он будет? Вот у кого-то в голове ясное понимание есть? У нас именно ясность. Вот пришел человек, у него перерасчет более 42%, так? Да. Как осуществляться будет? Здесь сейчас сначала мы принимаем заявление на первом этапе. Заявление обязательно лично надо, нельзя по онлайну? Можно по онлайну, можно по WhatsApp отправить, можно по электронной почте отправить. Главное, только мы просим от жителей, чтобы заявление было фотографией, для того, чтобы была подпись жителя, что на самом деле это этот человек отправил, никакой другой. Значит, эти заявления пока на этой неделе принимаются. На следующей неделе мы приступим уже к обработке заявлений. Обработка будет заключаться в том, чтобы разложить по лицевым счетам
отсеять не наши заявления, потом по тем заявлениям, которые наши, проверить, на самом деле, отсутствует ли задолженность у жителей. То есть претендует он ли на перерасчет. И следующим этапом, уже через неделю, мы планируем сделать обратную связь для жителей. То есть чтобы люди увидели, их заявление принято в работу или не принято. Если не принято, то какие причины непринятия. А уже после этого запускаются все расчеты. И в февральской платежке одновременно с начислением за за февраль люди увидят и перерасчет за декабрь. По сути, они оплачивают январь, то как было, так? Да. А вы им возвращаете, вы компенсируете в платеже за февраль, так? совершенно разница? верно. Да, то есть деньги не гоняете, они должны оплатить за январь вот эту сумму. Да. Но компенсация произойдет в февральской платеже. Да, они меньше за февраль заплатят. Условно говоря, вот я правильно говорю, вот он за январь, ему влупили 5000 рублей. Вы пересчитали, что сверху 1000 рублей. За февраль ему уже 4 выставляют, так, без этого. Плюс еще с этих 4 1000 забирают и выставляют 3. Да. Совершенно верно. Именно так. Совершенно верно. Ну, это так просто очень, в принципе, должно быть. Именно так и будет. Но сейчас уже поток людей, он уменьшается. Вот, А надеемся. почему? Ну, то есть вот мы придем к какому-то разумному, да? Да, первый день мы отмечали, что именно сюда, в службу сбыта, пришло 120 человек за день. За вчерашний день уже 20 человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько вам пришло за январь, можете сказать? За январь еще не принесли. Ну, за декабрь, за декабрь. 450, даже могу сказать цифру. Отопление. 2484 копейки. А за ноябрь было сколько сильно выросло? Вот? На 950 рублей, На по-моему. 950 рублей, да? С чем-то с копейками. Но вам объяснили, что мы перешли на платежи по факту вообще? Конечно, объяснили, все объяснили, да. А вы льготы какие-то имеете, нет? Вот? Знаете, у меня прописана внучка, вот, она инвалид первой степени. У нее убрали 1400. А, у нее убрали, да? Да, То есть, хорошо. А вот сюда сейчас сегодня зачем пришли? Вот уже А сказали, что будет перерасчет. на перерасчет, да? Да, на перерасчет, да. А вот у ней превышение 42% получается, да? Превышение. Да. Ну, надо посчитать. Вот сейчас девушки как раз Вот они как раз посчитают и считают, да? подскажут. Ага. Ну ладно, мы постараемся пересчитать, чтобы вот сильно-то по... А то многовато вам, конечно. На сколько человек это? Сколько квадратов? одна. А сколько квадратных метров у вас? 42,7. 42,7. Многовато, конечно. Мгм. Хорошо, пересчитывайте. Эх, переживем, говорят. Девушка даже не поняла, с кем говорит. И этот, вот получается, вот общий объем сколько, вот на ваш прогнозный эксперт нас, просто мне хочется понять, сколько денег, условно говоря, вы вернете. Большие это деньги, потому что мы можем потом подкомпенсировать это. А мы думаем, когда расчеты делали, выполняли максимальную сумму где-то в районе 35 миллионов возвратов. Радий Федорович, и мы думаем, что средняя вот переплата, она от 100 рублей до 1000 рублей. У кого 100 рублей, наверное, все-таки не придут. Придут те, у кого сумма значительна. Хорошо, с этим понятно. Механизм мы, вот этот механизм мы отработали. Его надо долбить и долбить и долбить с утра до вечера. Причины, почему так произошло? Вот, наверное, несколько групп причин. Знаете, вот все сейчас очень часто говорят про перетопы. Вот на самом деле я попросил своих ребят сделать анализ. Если перетопы бы были, то дома, которые подключены от одного и того же источника, должны были перетоплены быть одинаково. А этого мы не отмечаем. Все дома по-разному привели, повышение платежей во всех домах по-разному. Поэтому мы считаем, вот УИС именно считаем, специалисты, что все-таки проблема во внутридомовых системах. Мы сейчас в ручном режиме своих специалистов даем управляющим компаниям и вместе идем в дома по жалобам, которые к нам пришли, и вместе там отстраиваем внутреннюю систему. В основном, получается, пожилые люди приходят, так? Молодежь, наверное, вообще не приходит. Вообще не приходит. Одни пожилые приходят. Ну, собственно, их и ударило. Для них-то и вот эти 100 и 200 рублей. Молодежь пишет. Молодежь, это WhatsApp, это электронная почта. Они То есть они туда. просто... Личный кабинет. Личный кабинет, да. Это все туда уходит. А вот здесь именно пожилые Ну, вы пенсионеры. видите, вон тут. Им нужно общение, им нужно рассказывать, им нужно показывать.
Хорошо. Вот справляетесь, очередей нет? Вот, Никогда не было. вот здесь, наверное. А для Уфы у вас только одна площадка? Для Уфы у нас это одна площадка, вторая площадка совсем маленькая, находится в Деме. И кроме этого у нас еще на подряде находится МУП ЕРКЦ со своими отделениями в каждом районе города. 32 отделения. Но они тоже разъясняют, вот, то есть вот так вот. То есть я могу быть спокоен, что вы наладили систему вот, общения и людям объяснения. Вот сейчас есть возможность человеку прийти, да? Ну, показатель того, что по УИСу очень мало жалоб, вот он, наверное, главный того, что мы... Что сейчас по МУПУИСу, что идет? Нет таких проблем. То есть МУПУИС мы решили. Абсолютно Остается только разумно. БАШ-РТС. Здесь остается открытым вопрос общий. Это комиссия по платежам. Потому что приходит бабуля, вот ей сейчас насчитает. Она должна бы выйти отсюда и без комиссии заплатить нам было бы всем выгодно. Так, а в чем? у нее вот там банкомат Уралсиба, в частности, где она платит с комиссией. Ну, это федеральное законодательство сейчас поменяли, и вот с 1 января этого года эту комиссию возложили на жителей. У нас было предложение, кстати, по этому поводу в адрес Бориса Владимировича, мы несколько раз его высказывали. У нас же есть карта Алга в республике. А карта Алга, она, в принципе, призвана на то, чтобы социальную часть населения поддержать. Почему бы с карты Алга, если бы была оплата, она была бы без комиссии? А комиссию бы компенсировала та структура, которая держит эту карту. Ну, тоже все. Вот это было бы очень... И продвижение карты Алга было бы очень мощное. И в то же время и жители поддержали бы. С людьми налажено. Вот вы провели управдома, да? Людям объяснили? Да, Радиславович? Ладно. А когда еще вот все равно вопросы есть? Ну, конечно, остаются. И они всякие разнообразные. Много очень технических вопросов. То есть где-то у нас холодно в квартире, где-то тепло. До 15 марта открыто это окно. До 15 марта мы будем ждать людей с заявлениями. На перерасчет. А с приборами учета что будем делать, чтобы мы все-таки объективную информацию снимали? Это что? В этой части МУПУИС же первый, кто сделал установку вот этих самых пресловутых модемов, систему удаленного до снятия показаний. Так, и мы сейчас мы снимаем их для себя, для того, чтобы закрывать правильно показания по приборам учета. Но одновременно мы еще дали доступ управляющим компаниям к этим показаниям, для того, чтобы они могли довести до жителей в онлайн-режиме, сколько дом потребляет каждый день. Вот в этом месяце мы опять сами на своем сайте будем размещать информацию о том, по каким распечаткам мы закрываем дом. То есть сами распечатки будем публиковать. Это все нужно для того, чтобы старшие по домам жители сами перепроверяли и нас, и управляющие компании на предмет того, как мы выставили и как управляющие компании по внутрянке отработали. Ну и, естественно, нас всех воспитывали на повышение энергоэффективности и снижение расходов. Вот это вот так вот построено. В планах у нас при подготовке к зимнему сезону сделать так, чтобы эта телеметрия стояла на всех многоквартирных домах, не только в МУПе УИС, но и в БАШ-РТС. И мы могли в режиме реального времени видеть все вопросы, которые возникают в том или в другом доме, и реагировать на это. Есть предложение создать, Борис Владимирович выходил с этой инициативой, создать вот типа такого Башкортостан по мусору, такой же по... Единую систему, единую систему, чтобы было понятно. Второй вопрос здесь, Радий Федорович, относительно узлов учета, уж извините, коль я такой косвенный участник вашего совещания. В УПИС там немножко другая ситуация. БАШ-РТС полностью сдали на баланс городу все свои узлы учета. И получается, они подают энергию, пользуются показаниями, не имеют отношения к этим показаниям состояния этих узлов учета никакого. Абсолютно абсурдная ситуация. Получается, что они не несут ответственности за состояние этих узлов учета. Никакого. Ну, у нас та же ситуация, на самом деле. Это тоже это далекая инициатива, законодательная уже инициатива. Это мы с БАШ-РТСом всегда выступали на предмет того, что весы должны быть у продавца. Сейчас по законам России приборы учета должны принадлежать потребителю. А все-таки они должны принадлежать именно продавцу, то есть теплоснабжающим компаниям. Мы готовы их забрать, но надо законы менять. Понятно. За зиму какие-то порывы были, проблемы были? Ну, мелкие порывы всегда Мелкие, да? были. Да, сегодня вот был с утра пораньше в Деме, прорвало трубу, правда не нашу, но тем не менее почти всю Дему чуть не остановили. Теплоснабжение Демы. Но нашли вовремя повреждения, он не на наших сетях оказался. Сейчас идет устранение. Жилые дома при этом ни один не останавливался. Не сливали нигде? Ничего, все нормально работает. Бывает. Так-то да, вот тут
И с одной стороны тарифы, с другой стороны... Вот, кстати, тарифы, они помогли нам снизить повреждаемость с 2012 года. Вот специально статистику поднимали. В 2012 году какая была повреждаемость, и в 2019-2020. Повреждаемость снизилась в 20 раз. Серьезно? У Башартеса еще больше. Вот. Это тоже проблема. И что важно, если, например, у БашРТС инвестиционная программа 1,5 миллиарда в год, то у МУПУИС инвестиционной программы нету. А уровень поломок, да, аварий, он сопоставимый. То есть, получается, это говорит об эффективности. Ладно, хорошо. Мне так вот более-менее становится понятно. Сейчас еще было вот на госсобрании парламентское слушание были на эту тему. Все спокойно решим. Сумма небольшая, поэтому даже подумаем как. У меня какая к вам просьба? Вот максимально эффективно это отработать. Вот любые все же, да, понятно. Людям довели, люди знают. Вы знаете, что делать, так? По деньгам рассчитаете, пересчитаете, вернете. Сумма на самом-то деле, опять же, небольшая. Это в прошлом году мы вернули. В прошлом году вернули 26 миллионов. Вы в прошлом году тоже этим занимались, нет? Это по результатам проверок ГЖИ. Башартес вернула 26, мы по этим результатам вернули тогда 4. Но кроме этого же мы еще 400 перерасчетов сделали. 400 миллионов вернули, которые излишне собраны. Да. У Башартеса это был миллиард, у нас это 400 миллионов было. То есть там суммы значительные были. Там это разные ситуации. В прошлом году ситуация была связана с переходом именно на 1/8. Но все равно это же правильно, на 1/8. Все-таки человек по факту заплатил, зато вот у него весна начинается. То есть он получает последний платеж за тепло когда? В конце мая. За май получает, и все, так? В конце мая. Получается. И потом июнь, июль, август, сентябрь, вот 4 месяца. Пустые идет. И это правильно еще по другой причине. Вот сейчас этот ажиотаж идет, это понятно, негатив льется, но мы уже слышим отголоски правильных речей. Люди нас спрашивают, а что нужно сделать, чтобы мы меньше потребляли? А можно ли отключить подъезд? То есть заработала энергоэффективность, заработала экономия. Вот без этого перехода на оплату по факту этого бы не было никогда. Подъезды отключать нельзя, а то мы сейчас Подъезды дадим. нельзя отключать, да. Мы так и ответили. Можно вопрос? Радфич, скажите, а какова позиция вообще республики к той ситуации, которая сложилась со счетами на тепло? Какая? Крайне отрицательная позиция, потому что все-таки мы же ясно понимаем, все-таки момент несправедливости присутствует. Да, есть переход на 1/8, да, есть перетопы, это тоже точно надо понимать, что есть такие технические вещи. Мы наверх пойдем, да? Вот. Но совершенно точно, что есть превышение, которые указали, есть разгильдяйство, есть технические неисправности. То есть вот это все в совокупности и привело к тому, что... И самое главное, получается, вот из-за этих действий мы к людям, особенно самым нуждающимся, залезли в карман. В этом самая большая вот обида у людей. Мы ее исправим, конечно. Но... Спасибо. Здравствуйте. 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 Это у нас руководитель единого расчетно-кассового центра и руководитель управляющей компании. Вот мы хотели рассказать буквально в 2 словах о том, как работа ведется. Единый расчетно-кассовый центр создан он для упорядочения платежей за жилищно-коммунальные услуги и быть как бы тумблером между управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией. То есть мы не представляем интересы ни управляющей компании, ни ресурсоснабжающей. Мы в первую очередь работаем для населения. А можете объяснить вот ваше видение? Все-таки что произошло вот с этими платежками, вот превышением платежей за тепло? Что касаемо нас, ваше видение какое? Да, наше видение. Естественно, это вот анализ сделали, проходили. Это в большей степени либо перетопы, либо некачественный съем информации по тепловым счетчикам. А вот объясните, что такое некачественный съем информации по тепловым счетчикам? Вот как это на деле? На деле мы выезжали, с Сергеем Николаевичем непосредственно тоже выезжали, смотрели. Настроены не в той мере счетчики правильно. Получается, температурный режим, допустим, у нас норматив 60 градусов идет на подогрев горячей воды и отопление. Были моменты, где в домах температурный режим стал 72-75 градусов. Но это перетоп. Да. То есть это, соответственно, тепловая энергия поступает больше, соответственно, прибор учета показывает этот объем, соответственно, он выставляется жителям. Жители по факту
не пользуются данной услугой, допустим, даже горячей воды, да, дома жарко, открывают окна вроде, для них это более-менее комфортно. Но что они не пользуются потреблением горячей воды, это для них большой минус. И плюс, когда они видят эти квитанции, они же не делят отопление горячая вода, они видят поставщика. То есть пришла одна поставщик, пришла одна услуга, допустим, там 7 тысяч. И они говорят, что это много, учитывая, что мы горячей водой не пользуемся, а по отоплению сразу столько пришло. И, естественно, жалобы, естественно, возмущение. Все это отрабатывается у нас в нашей зоне, мы обслуживаем МУПУИС. В этой зоне МУПУИС реализовал совместно с Уфанетом, с нами, с управляющими компаниями как раз-таки этот верхний уровень. Съем, дистанционный автоматизированный съем приборов учета. И в режиме реального времени можно отследить, где прибор учета показывает, там, батарейка села, где идет перетоп, где какой-то сбой идет. То есть это в режиме реального времени отслеживают все и управляющая компания, и ресурсоснабжающая компания, и самое главное, председатель совета многоквартирных домов. Они подключены к этому личному кабинету, и они это видят. И поэтому большим плюсом это сработало, потому что в зоне МУПУИСа это есть, и, как правило, в зоне МУПУИСа жалоб нет. Нет, жалобы тоже есть, зачем? Есть, надо тоже признать. Вот они, наверное, просто не так много. Не так много, да. И у них А сколько жалоб в зоне МУПУИС? По инциденту, по системе инцидент, мы получили 35 жалоб, из которых по 18 уже отработали. Причины, жалобы были... Жалобы, ладно, хорошо, жалобы это одно. А сколько тогда, на ваш взгляд, опять же, может, экспертно, людей, которым мы необоснованные платежи выдали по вашей линии? Вообще мы ожидаем поступления заявлений от 20 тысяч абонентов. А всего сколько вы обслуживаете? Всего около 100 тысяч. Все, это много, каждый пятый. Да. То есть каждый пятый у нас получается, может... Согласна. Хорошо. И вот причина этих необоснованных платежей каждого пятого заключается, как вы говорите, в двух вещах, да? Первое – перетоп, и второе, соответственно, неправильный съем информации. Так? Перетоп, он связан с тем, что внутренняя система отопления неправильно работает. Это индивидуальные тепловые пункты, активные элеваторные узлы. А неправильный съем показаний – это не то, что неправильный, а период снятия показаний разный. Вот в этом. То есть в ноябре, например, сняли за 23 дня, за 27 дней, а в декабре сняли за 30 дней. И период, естественно, разный, из-за этого и объем потребления разный домами. Жители, когда приходят, ты им объясняешь, они это понимают. Понятно, первый раз, когда получили квитанции, это бунт, это буча, каждому не объяснишь. И каждый не приходит, они сразу проще написать в гаджетах и, грубо скажу, похаять. А когда все приходят в территориальное отделение, в зону обслуживания МУПУИС, допустим, в их абонентские службы, то, в принципе, вопросы снимаются. И, как правило, есть такие, которые даже заявления не пишут. Мы им объясняем, откуда, что, почему, какие объемы. Вот смотрите, если человек получал 2000, а тут ему пришло 4000. Где разница? Откуда она появилась, эти 2000? Или 1000 сверху? Как вы им объясняете? Объясняете тем, что перешли на оплату по факту? И по факту тоже. То есть в любом случае мы же, когда платили 12 месяцев, потом перешли по факту. То есть у нас получается, по сути, 1,5. То есть 1,5 мы прибавляем к текущим платежам. Да? То есть сравнивать все пришли в декабре, декабрьские квитанции сравнивать с ноябрем. Ноябрь мы объясняем, температурный режим был на 6-8 градусов не теплее, выше. Да? Плюс, как Максим Георгиевич правильно сказал, что есть такие дома, у которых съем показаний был 25-27 дней, а на декабрь пришлось 32-33 дня. То есть это очень большая сумма, и тем более, если на эти дни попадалась холодная погода, то, соответственно, это и температура выше. А как готовитесь к тому, чтобы у нас не повторилась история сейчас, когда в феврале придет платежки за январь? Во-первых, мы смотрим на погоду, сравниваем температуру, которая была в январе и которая была в декабре. Видим, что температура в январе сопоставима с декабрем, такая же точно холодная была. Дальше сделали расчеты, когда дома, которые вылазят по потреблению, по этим домам мы отдельно проводим историю. Там есть дома у нас, сейчас мы уже... Сколько у нас всего домов? Всего у нас 1300 жилых домов, по которым поставляем мы тепловую энергию. Мы сейчас видим, что по 114 жилым домам рост потребления от 3 до 10% идет декабрь к январю по 114 домам.
При этом мы уже вот с Игуной Ильиной посмотрели по суммам начислений по каждой квартире. Видим, что она незначительная, и мы своими контакт-центрами сможем закрыть этот вопрос, если люди будут задавать их, почему вдруг выросло. В каждом случае все обосновано. Это обоснуется именно сроками снятия показаний. Раиса Федорович, у вас сейчас состоялось совещание, на котором вы с главой города Уфы, с представителями администрации разбирали проблемы, которые сложились, в частности, и в Уфе по проблемам с теплом. Здесь есть и процесс подготовки домов к зиме. Ну вот сейчас вот глава откровенно признался, что подготовка к зиме была не на должном уровне. Это одна из причин. Это одна из причин, очень важно. Завтра вот у меня будет совещание. Сперва я рассмотрю ситуацию по МУПУИС вечером, а вот через час рассмотрю ситуацию по БШРТС. По крайней мере, для себя я многое сейчас понимаю, и мы будем налаживать эту историю. И перед людьми извинимся еще раз. Но самое главное сейчас подчеркиваю тех, кого обидели, значит, деньги вернуть раз, и второе, не допустить до следующего раза. Вот и все. Вы довольно безжалостны? Я очень здесь безжалостный, и, похоже, я приму ряд кадровых решений.